Добрый вечер. В эфире «Региональные вести». В студии Лариса Шамаева. Главные события понедельника. Под личным контролем. Рамзан Кадыров проинспектировал ход строительства крупных столичных объектов. Не просто работа, а состояние души. Соцработники о радостях и сложностях профессии. Репортаж ко дню профессионального праздника в нашем выпуске. Слава и гордость. Эти мужчины не раз доказали, что способны обеспечить безопасность всей страны. Учитывая уровень их подготовки, в этом нет никаких сомнений. Росгвардейцы Чеченской Республики отпраздновали очередную годовщину формирования полка «Юг». Их профессия по праву считается одной из самых уважаемых. Обеспечивание жильем, адресная помощь, поддержка семей в трудной жизненной ситуации. Эта ежедневная работа часто остается за кадром. Но в свой профессиональный праздник социальные работники региона оказались в центре внимания. Поздравить их на торжественное мероприятие прибыл Рамзан Кадыров. Как чествовали виновников торжества, Мадина Кураева. Сегодня этот зал буквально утопает в цветах, и каждый букет – знак благодарности людям, которые ежедневно помогают тем, кто особенно нуждается в заботе и поддержке. В День социального работника в Чеченской Республике чествует тех, для кого помощь другим давно стала не просто профессией, а настоящим призванием. Разделить этот праздник с работниками прибыл Рамзан Кадыров. За последние годы система социальной поддержки в регионе значительно расширила свои возможности. Только в 2026-м жильем обеспечено 966 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сертификаты на улучшение жилищных условий получили 1820 людей с ограниченными возможностями здоровья. Основным показателем в социальной сфере по итогам 2025 года наблюдается значительный рост. От лица всех ветеранов войн и детей-инвалидов хочу выразить вам благодарность за вашу поддержку, благодаря которым в 2025 году построено 2 социальных важных объекта. Пансионат для ветеранов войн и труда на 230 мест в берегу Гродненское море и дополнительный корпус революционного центра для детей-инвалидов Тарамбова на 96 мест. За счет дополнительных выделенных средств из федерального бюджета в концу текущего года будет построен лечебный корпус пансионата для ветеранов войн и труда. В рамках вашего поручения Минтруд Чеченской Республики особое внимание уделяется оказанию мер поддержки участников СВО. 3673 человек семей погибших военнослужащих получили 100% денежную компенсацию расходов оплату на жилищно-коммунальные услуги. В том числе 718 членов семей участников СВО, 113 семей участников СВО получили субсидии на бесплатную газификацию. 3587 участников СВО получили выплату в размере 4000 рублей. В этом году будет обеспечен жильем около 3000 граждан, в том числе 966 детей-сирот, 1820 инвалидов, 150 ветеранов боевых действий. За прошедший период системы социальной защиты населения республика прошла сложный путь развития, направленный на повышение качества жизни граждан. И благодаря бесценному опыту наших социальных работников, социальная сфера Чеченской Республики улучшается каждым днем. Со словами поздравления к присутствующим обратился глава региона. Он поблагодарил специалистов за преданность своему делу, подчеркнув особую значимость их труда. Поздравляю всех работников социальной сферы с профессиональным праздником. Помогать самым нуждающимся слоям населения – это наша с вами приоритетная цель. До конца текущего года свыше 1800 инвалидов и 150 ветеранов будут обеспечены субсидиями на улучшение жилищных условий. Собственное жилье получат 966 детей-сирот. Это большая работа и высокая ответственность. Уверен, как и в предыдущие годы, вы достойно справитесь с этой задачей.
15 миллионов услуг дон оказывается дон. Лично дон, малоимущимся, республика Йорк дон, успех юдас дон. Соцподдержка дон, участников СВО юдас, бол дон, шорт бушу дон. Аши достойно бешбу, тоже ничего рези до благодарны до. Аш бол билетер дон, тразон. وضع بيدنا يقدر يشهدنا يقدر يشهدنا بلكي الأول شناحل ديريز غدي شندا دوغدا دول شدا دي عبيرت كيوين. Здесь же Рамзан Кадыров вручил высшую награду региона орден Кадырова заместителю министра труда, занятости и социального развития Сулейману Баширову за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие социальной сферы. Медаль за заслуги перед Чеченской Республикой вручили заместителю директора департамента по вопросам занятости населения министерства Муслиму Баширову. За добросовестный труд и высокие профессиональные достижения работникам социальной сферы были вручены государственные и ведомственные награды. От регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова подарили квартиру и была оказана материальная помощь 86 семьям. Документы на получение жилья и сертификаты на улучшение жилищных условий передали представителям льготных категорий граждан. Айдаева Фатима Исаевна. В рамках государственной социальной политики, проводимой в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2026 году, будут обеспечены жильем 966 человек из указанной категории граждан. Для вручения документа на сцену приглашается Бибиев Магомед Сабралиевич. 32 года прослужил в МВД, и что она таган хакайкин варсо соухта. Глава республики соухтисун то работник, что то семьяшка, хашуй, дел рез хулцундон, дал мокшулайлцундон, дал воендукува вали. Памятный подарок в знак признательности за постоянное внимание к вопросам социальной поддержки населения вручили Рамзану Кадырову. На таких достижениях работа ведомства не останавливается. Активно реализуются социальные программы для нуждающихся семей, строятся десятки домов. До конца года квартиру, точнее 966 квартир в республике. Показатели в республике в Бехле Леренбан, Дошин, Цубаларам, Москва, около Ашвудритина, Бобештан, Докхайсу и плюс этому поручение центра Келлера она из-за второй линии, третьей линии, и стоял кетчен, и духовно проведению, Рилна, бо мискитран труда, ли тружит трилли, эсуада лучше бешли, возможно проведя хаменту дальше алайн, поручение поручение, школьш, хайох шудам, когда мелла узрильчная, мискичная хауса. Праздничную атмосферу продолжила концертная программа с участием артистов чеченской эстрады. Для гостей прозвучали популярные музыкальные композиции и слова благодарности в адрес людей, посвятивших себя служению обществу. Мадина Кураева, Шамсудин Джабраилов, Магомед Ахматов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Развитие городской инфраструктуры и решение жилищных вопросов в числе приоритетов руководства Чеченской Республики. Рамзан Кадыров лично выезжает на площадки, чтобы оценить темпы и качество возводимых новых кварталов. На этот раз глава региона проинспектировал сразу несколько объектов в Грозном, а также нашел время пообщаться с жителями. Подробнее Медина Мударова. Современный, комфортный, единственный в своем роде. Новый район, названный в честь президента страны Владимира Путина. Строительство второй линии проинспектировал глава региона Рамзан Кадыров. Его ознакомили с ходом возведения объектов из жилой, социальной и религиозной инфраструктуры. Здесь расположится 28 домов, 2 мечети, церковь, пешеходный мост, подземные переходы и бульвар. Это только капля в море. Проблема, что надо отставить улица. Подземные автомобили, переходы, моста, пешеходные. بلوار ياشي نجد سيدني ياشي اشتبو ومع نجد كابو دبلو اشتبو نجد كنا قوت كميتر مرامر ومقرر اين شيء مرامر اذا دعتو اشتبو اشتا باراليل نهر ابور ياتر ال احكم متى اي ابور عيول ناتر سو ابور يوش تقني استاخرو دولقنا احكم جاخرو كلقا تاخرو شقو ابور اخرو اتم بروبلم
улиц Гойч, Горила Сицин, машин Шбухолевич, то добьёч пред бульвар. Машин Шбухол последовал, разворот метик Бутан. Зерсенек шикрюется. Шахар улица Гаш Ешбат бульвар. Дохалер Ходжа Ахмад Ажалазу Хобдол Цунцарабуй. Сега ишт нахан наца новолой очень иштарбукар. Ардия сиады шетеро этап дамашлой. Ишт нахаш бюлбел междик декачо заул буцана машину цана новолой рядсан. Дубай начала. Шайк нахан юшо комфорт эл проектери воин Институт развития города. Это один был шайк. Ала создатель год назад. Старый новый, а все подъезжали. Домашний фасад, отвеш 10% рублей, 15 уже на то. Ой, день город, такая член 7 октября, президент страны, день рождения, члена, течили там год. Цунцы, ну, там будет что он за до да, что что, уже цамажник был. Чин между соединениями так аха это очень больше лишь раз цен шесть церковь шайге на будущее алина еще условия шайге поющий школа садичная инфраструктура это дошло сюда из-за и дают что канализация проекта из-за чертя что-то было Зачем что на будущее целый 150 что население мое как лишь по мере домаш вот эксплуатации не lo еще не только ала та проблема что да то падает на будущее шайк еще условия на но шайк инфраструктура еще наш между конечно Ваш абак мост алабу ваше вишего было плюс. Качество. Стиль пеш. Нравится сейчас. Там вот عارو سوسيس وروندا وعارو وموجة سموعشتا موتو شوزنيا السيستم دوشو عبلتو مودا هاي حدا عشتا هاي أظن تسون قدروا كاتش يواشنا تايش مويدا Быстро, шкета давно. Руководитель субъекта держит на личном контроле весь процесс от котлована до сдачи в эксплуатацию. Следом Рамзан Кадыров посетил строящиеся таунхаусы. Всего 16 таунхаусов. Скоро они станут многофункциональным пространством для отдыха и досуга горожан. Дома будут доступны малоимущим жителям Чеченской Республики. Некоторые из них смогут сменить ветхую квартиру на новую. Здесь также будут проживать семьи участников специальной военной операции. Дома находятся на стадии монолитных работ. По плану объект должен быть сдан к 23 августа. 75 таунхаусов еще. Ой, дохалер хоча, там разновазу продукцию фондира 550 миллионов. Ой, долетина. Так, я вошел сеть, шесть я был табешму. Каждый таунхаус шаха. Спальный, детский, зала, что первый этаж, зал, кухня, еще второй этаж, спальный еще, так. Чувой, список шпилгаляха, самый холбок, что нуждающий шпат, ушахар, так. СВО, он, был, единая, писал, что там проблема, что дать, мало уже, начало, модель, 550. $10 в школе на 1224 месяца. Люка садику, диаси, ашикар, я на хоте, люка, шаги, ело поручение, по срокам, надеюсь, 23 августа, дохала дочка, пустой, причепоч, давно, цудина, шаги, чахарю, нахшейша, чудо. Спорткомплекс, амаце, шаги, проект, я на диаза, ожидина. Сразу проект является следующий, да, хотим следующий. И сам условие шайку, хороший. Лёг падает.
На полтора мля цаир, на 2 мля дуир, за 231 яш, 200 яш. Вот семья, отстаёчи 231, это было где саат уже 1000 на хошах, это жим юст, нахуй нахуй. حسن القدر وبقيلش مسمي حسن القدر ونحكي جوا دين ديك نشتوتر وش نير وقصيو نير فوق قصيو تشبه كده نير حسن القدر بعنا سيب لوش من يا طبعا صعب يركب نريد شلوك ونور دينا زوج شدات أول شهر أول دينا يو نار نسو وديك نسو ليرة يسوع Работы ведутся в несколько смен. Задействовано свыше 200 строителей и около 10 единиц спецтехники. На территории предусмотрены спорткомплекс, а также вся необходимая инфраструктура. Школы и детский сад находятся в шаговой доступности. Благоустройство, шайл, адман, адаха, парагачевах, хавен, шец, ахсан. Дети и жители поприветствовали главу республики, выразив радость и восхищение новыми домами. أحمد سيرة تكبير قزح يحوق شنط وعدا يدر اشتاق توني حائلان تو مرقي ترشن ويستخلان تعيو دعوة شخيني تطيار مرسيدس وطن أخشتلر تال ساق دويل أغمات سيل الله أكبر مو قرشون يا حديثي اشتاق صوت عشان ماشيين تخيلما لوزر دمع أكازو ترمزان خيلما تأخذ أخذ كوكبر أخذ دلر شو أخذ خيتي شو А далее Рамзан Кадыров совершил пешую прогулку по центру города. К нему подходили жители, желали всего наилучшего и обсуждали местные вопросы. Каждая личная встреча с главой региона оставляет у жителей множество теплых впечатлений. Для многих это не только повод поблагодарить, но и знак того, что их голос услышан. Никогда у нас не было, нет и не будет такого, как Рамзан. Никогда. Несколько минут назад мы увидели нашего главу Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Было очень приятно его видеть. Скажу несколько слов на своем чеченском языке. Дейлрейс за такой прекрасный город, что люди могут спокойно передвигаться по этому прекрасному городу. В ходе прогулки Рамзан Кадыров совместно с соратниками обсудили дальнейшие планы развития города.
Первый опыт шинового, а шеф личный, его дати индульчена, шеф сага, да я вот шеф гай, это не личный. Jongens machine, dat was dat dan. Dit is die eisen dan. Je loopt misschien dan, als bol het aan dan. Niet daar ja, je loopt dit stel op ja dan. Nu een dit dit niet dan. Nu een halve dan. أرجو يعفو بيتنا أحسن. Slaap het president, zo dat de president is dan. Gaat zo is dan. Nee, nee, nee. تصير مشترك ده ما يبغوا تعبوا الخليلي وجاء قياس مع العدالة كان الخليلي ما يبغوا تعبوا الاثنين دول بيس وجاء شيء صح ده وقرن يكتموا دي توقع وقرن يكتموا وفشت عليه ده العلو وات سو تخشوا كان رجع كشفت هنا بوسي على شلون دولار دولار ما رضى تسجل على Školan, gradski bičku, bilet je kušala, hajza ju perere arsena ga. Dok sroč din уже šefen. Žima بعدك بيوش ده لا ده أساس راس بتشوف شوفي بوكسروتش دي نوجه. زيون هو مش تاكسي والله غالي. كيف توقف شو مثلا زيون مو جميع ده ماش إزك ده يوم شو تجازين إنه وقت. نلقيت بيك شو زيوخ كليا راه الحول. شوف سبورو جلي اللي بيش دي هالجو ده. За последние 5 лет даже за 20 тысяч лет буквы. Раньше 13 тысяч лет буквы. Именно цен внимания и шалит. Вы лучший. Новое жилье, объекты спорта, здравоохранения, образования, религии и других направлений появляются все больше и больше. Благодаря грамотной политике власти в гармоничном согласии с народом. Медина Мударова, Алисхан Кацулов, Ахмед Хизреев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». 2 десятилетия на страже безопасности региона. За плечами военнослужащих полка Росгвардии «Юг» сотни выполненных задач и ни одна командировка в горячие точки. Сегодня подразделение, носящее имя Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, отметило свой 20-й день рождения. Поздравить бойцов приехал помощник главы Чеченской Республики, секретарь Совета безопасности субъекта Адам Кадыров. Как прошло торжественное мероприятие в нашем следующем сюжете. На плацу личный состав полка Росгвардии «Юг» имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова находится в полной боевой готовности. При каждом из них современное стрелковое оружие, а также тяжелое вооружение и техника нового поколения. Находясь в зоне проведения боевых действий, эти мужчины не раз доказали, что способны обеспечить безопасность всей страны. Учитывая уровень их подготовки, в этом нет никаких сомнений. Сегодня они празднуют 20 лет со дня образования ведомства. В рамках торжественного митинга поздравить полк с их юбилеем приехал помощник главы Чеченской Республики, секретарь Совета безопасности субъекта Адам Кадыров. Кроме того, здесь присутствуют командиры подразделений войск Национальной гвардии, МВД Российской Федерации и представители органов государственной власти. Командир 46-й ордена Жукова бригады оперативного назначения полковник Илья Самусенко рассказал, что с самого начала подразделение находится на страже безопасности региона и с успехом продолжает. Это нелегкое дело. От самого своего основания и по сей день полк в составе 46-й бригады является эффективным барьером для международного терроризма, инструментом по защите законности в республике, охране общественного порядка и общественной безопасности. Воинская часть стала одним из первых подразделений Росгвардии, выполнявшим боевую задачу по урегулированию конфликтной ситуации в Сирийской Арабской Республике и в специальной военной операции на территории Украины. Родина высоко оценивает служебно-боевую деятельность военнослужащих подразделения. Десятки военнослужащих награждены государственными наградами, сотни военнослужащих ведомственных. Многие бойцы подразделения пожертвовали своими жизнями при исполнении воинского долга. Непомерная цена, которой далось спокойствие в регионе, всегда будет в памяти тех, кто сейчас продолжает нести службу. Секретарь Совета безопасности Чеченской Республики Адам Кадыров обратился к собравшимся бойцам с глубочайшими и искренними словами поздравления. Пожелал, чтобы они безупречно выполняли возложенный на них воинский долг. Хорошая подготовка – залог настоящего успеха. Assalamu alaikum. Yemek deger 90 maşaldık şu masaya şeker deger değil var değil değil takip maşkası değil kitama 54 seger
краповый берет, ёкчена, датуш, до конца чекалот, ларинату, жедик кечамбай, шашки чулу альшенхетчена, так его, масит ночи вавель, кидалавет, до конца лавер, дадук вавель, гезон. دلته بول سيجرا دقر ديل دول شو ديل دول لقي مشكا صو دول أخبار تكبير. Начальник управления Росгвардии по субъекту Шарип Делимханов вспомнил о том, как создавался полк, уже ставший легендарным. А все началось с поручения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Благодаря его поддержке они добились всех имеющихся успехов. شين بايباتشو وماك دا رمزان عشاش ينتهي لأنه زدا شين ويش مورا ونجاق وقشادو وقشتشو موسو سبيتسا بيراتشكا موسو ميتيا وشاستوتش طاح يكش يقنا وستي ليزا بنا داخلنا شاش زادون شي ايوه كان بوشه ويقومنا داوازو قبضو وبيرو بريزيدنت احمد عاجي نيات يا شي دي امسينوس خوش قاح يكشادو وقشتشو اخساي زرا اوبرا ولين روزغواردي زرا شو دغر ديل دلاسون دا دغدا Командир 122-го специального моторизованного полка «Юг» Сайдил Арсанкаев в своей речи подчеркнул, что каждый из бойцов стоит друг за друга, и никто из них не оставит в беде боевого товарища. Вместе они прошли через много горячих точек. لازابنا بلشرنا داغش دوال دال مغلا ملك نبرو نخلجي مش خلجي وانت ايلن زدا تشيق يقن دال مغلا يقريو و پچانا درس خلال وردرسم üç mel dolum lattoşlu teyuhum gears teknik liboyum приятель твоя 4300 ist поддержка уж бог барумадат Украина мечана üшüm öğren telefon tüyüş تديدالس لبويم حقا چيتانا وي مهكنا ايمانونا درس خلال ورداس يوش ملدم لاتوش بالواي داخلان بولچه سيمياشنا وديش يوش ملدم حجاوش داليكانت بيقام بولتر مسانا احمد الله اكبر. Для доказательства своей профессиональной подготовки личный состав продемонстрировал показательные выступления на плацу. Трюки и мастерство исполнения впечатлили всех, а бойцы отметили, что всегда готовы выполнить любой приказ, который только может поступить. Самая приятная часть – это вручение заслуженных наград. Высшие региональные орденом Кадырова были отмечены начальник отдела вневедомственной охраны по городу Грозный Аббас Кадыров, заместитель командира 122-го специального моторизованного полка Иса Муталибов, командир разведывательной роты 122-го полка Бодруди Ахматов и заместитель начальника управления Росгвардии по Чеченской Республике Усман Дакаев. Уже более 20 лет я являюсь сотрудником правоохранительных органов. Сначала это была полиция, на данный момент Росгвардия. И сегодня, получая высшую награду Чеченской Республики, орден имени Ахмата Хаджи Кадырова, меня просто переполняет чувство гордости, что я являюсь членом этой команды. Волнительно, в то же самое время почетно получить эту награду из рук внука первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова Адама Рамзановича. 4 отличившихся сотрудника подразделений Росгвардии отмечены званием Герой Чеченской Республики, а еще были вручены медали защитнику Чеченской Республики, а также за заслуги перед субъектом. Приказом директора Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации командиру ОМОН Ахмат Крепость на транспорте Абдул-Кериму Кадырову присвоено очередное специальное звание. Подполковник полиции досрочно Кадырову Абдул-Кариму Хамидовичу. Адам Кадыров, в свою очередь, был награжден юбилейной медалью «20 лет 122-му полку». После окончания церемонии награждения собравшиеся пришли к мемориалу памяти погибших, чтобы возложить цветы и тем самым почтив память ушедших героев Родины. Перед прощанием в качестве памятного подарка секретарю Совета Безопасности передали стрелковое оружие. Торпа Лолита Исумов, Сайтымин Мусаев и Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика.
В республике продолжается строительство объектов, которые призваны укрепить духовно-нравственный фундамент общества. Новый образовательный центр для детей, желающих получить духовные знания, появится в Шелковском районе. Церемония закладки первого камня собрала представителей муфтията, правоохранительных органов и администрации. Все они выразили надежду, что будущая школа станет местом притяжения для молодежи. Как это было в материале нашего корреспондента. Каждое доброе дело в республике начинается с молитвы. Это день для жителей Шелковского района исторический. Закладка капсулы под новую школу хафизов на 100 мест. Мероприятие посетили почетные гости. Среди них начальник УГИБДД МВД по Чеченской республике, начальник сектора Идрис Черхиков. Поздравил жителей муфти региона Салах Хаджимежиев. دزدويز تغنا خوازر جرجا حافظو حافظ باش درجا إذا ديل أهل نخ بوش قرآن دقعد خوش بالنخ قرآن عاموش بالنخ قرآن كيران دولش بالنخ أتاريخ ديل يلشنو عليه الصلاة والسلام إشا ديل أهل نخ بوالله. Для Шелковского района этот объект один из самых долгожданных. Глава муниципалитета Альбек Бугаев поблагодарил руководство за поддержку. Школа действительно была нужна району. Молодым людям приходилось посещать занятия в других населенных пунктах. Подрастающее поколение стремится изучать религию, и теперь у них появятся лучшие условия, отмечает помощник главы региона Амрудей Дельгиреев. Радости дня с официальными лицами разделили те, ради кого затевается стройка. Старейшины района не скрывают эмоций. أيمن حجين ديدريز خليل هردوخ نعمة دور ريواني حرخلر حافظ عامة من صعب الله هديك خيتا قيتش خزناهن بيدنا وشكر بالشي دوخهم دو دال ديريز المصرنا Работы на объекте уже начались. Школа хафизов возводится за счет регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Она обещает стать настоящей кузницей духовности в Шелковском районе. Закладка капсул – это лишь первый шаг. Уже скоро на этом пустыре вырастет современное здание площадью почти 1500 квадратных метров. Здесь создадут все условия, чтобы будущие хафизы могли полностью сосредоточиться на изучении священного Корана. Медина Бударова, Селимин Мусаев, Вести, Чеченская республика. Чтобы побеждать на всероссийских международных аренах, нужны не только талант и трудолюбие, но и современная инфраструктура. В Чечне регулярно обновляют спортивные объекты. На этот раз наш корреспондент побывал в одном из ведущих профильных учреждений, где готовят Олимпийский резерв. Слово Ахмеду Рамазанову. Вольная борьба для региона гораздо больше, чем просто популярный вид спорта. Это глубокая культурная традиция, признанная кузницей чемпионов и одна из востребованных направлений в субъекте. На сегодняшний день для занятия данной дисциплиной в республике обустроены 43 спорткомплекса. Спортивная школа имени Деги Багаева была введена в эксплуатацию еще в 2008 году, а в начале этого года была переименована в Республиканскую спортивную школу Олимпийского резерва. Там приезжают спортсмены и из других регионов, из других стран, сборной Болгарии, Казахстан, Беларуси тоже с нашими ребятами совместно проходили подготовку, так как у нас очень
конкурентоспособные ребята и хорошо выступают на международных аренах, вот, что привлекает этих ребят тренироваться, приехать к ним, с ними позаниматься. Комплекс площадью более 2000 квадратных метров спроектирован так, чтобы спортсмены могли сосредоточиться на результате. Здесь создана идеальная экосистема для тренировок и отдыха, комфортные раздевалки, восстановительный комплекс, тренажерный зал и футбольная площадка. Помимо просторного зала, на объекте оборудована воркаут-зона для тренировок на свежем воздухе. Например, здесь установлена уличная становая тяга, тренажер, который эффективно укрепляет мышцы спины и ног. В учреждении работают высококвалифицированные тренеры, в прошлом профессиональные спортсмены. Они успешно готовят новичков и опытных атлетов к соревнованиям, применяя практические навыки для подготовки к международным стартам. В сборной команде, вот сейчас сборная команда республики тренируется. Если Кигибейр ждала тягдик, разминка, гума, вот базу им закладываем в детстве. Вот, техника, тактические действия, вот, совершенствование приемов. Вот, в основном вот, на этом бывает у нас акцент с малышами. А вот в взрослой борьбе там совсем другие задачи. Ты уже готовы быть, что да, больше борьба, позиции шкалить. Благодаря таким условиям большинство атлетов уже добились немалых успехов на межрегиональных, всероссийских и международных аренах. Они рассказали, как проходит их тренировочный процесс. Техник нормально. Отработка еще с позиции лет. В основном на технике. Зарядка, что Мустафа Бирсанукаев занимается данным видом спорта 6 лет. За это время поднимался на пьедестал почета в различных соревнованиях. На данный момент парень готовится к самому важному этапу своей карьеры – чемпионат мира. Сегодня школа Олимпийского резерва имени Деги Багаева не просто растит новых чемпионов, она задает стандарты для всего региона. И судя по горящим глазам юных борцов на ковре, главные победы этой кузницы кадров республики еще впереди. Ахмед Рамазанов, Адлан Хусаинов, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская республика. В Национальной библиотеке в рамках открытого кинофестиваля «Барт» состоялся круглый стол на тему развития кинематографии. Участниками встречи стали представители творческого сообщества, деятели культуры, молодые режиссеры и специалисты киноиндустрии. В ходе встречи обсуждались перспективы развития народного кинематографа, создание условий для начинающих авторов, а также возможности реализации новых творческих проектов. Кино тесно связано с разными отраслями культуры, и оно отражает все отрасли культуры. Мы подняли главные вопросы, являющиеся и проблемами, и которые могут стать решением для чеченского кинематографа. Вот. И основной вопрос, который мы поднимем, над которым мы дальше будем работать, это развитие кинематографа в Чеченской республике на уровне нашего региона. Это прежде всего. То есть это обучение кадров. У нас очень сильная нехватка специалистов второго эшелона. То есть акцент будем делать на кинообразование. Кинообразование может породить кинопроизводственную базу. Специалисты есть, камеры есть, оборудование есть, соответственно, будет и кино. Скорость, выносливость и воля к победе. Эти качества продемонстрировали участники традиционных велосоревнований в республике. Трасса собрала как опытных, так и юных спортсменов, для которых старт стал важным этапом в карьере. О самых ярких моментах заезда прямо сейчас. 200 участников, несколько возрастных категорий и всего одна общая цель. Прямо сейчас эти ребята настраиваются на самый важный заезд этого сезона. До свистка судьи остались считанные минуты. Пятая всероссийская массовая велосипедная гонка прошла на Грозненском море. У всех участников хороший настрой. Сила духа, выносливость, а самое главное – желание приехать первыми мотивирует спортсменов, как ничто другое.
Чтобы конкуренция была честной, предусмотрели несколько заездов. Дистанции на 1000, 1,5, 2 и 3 метра. 4 возрастные группы. Это отличный повод напомнить о полезном для здоровья средстве передвижения, привить любовь к спорту, а также просто весело провести время в веселой, пусть и соперников компании. Мероприятие проводится в целях популяризации физкультуры и спорта, развития массового спорта. Вот такие вот мероприятия будем надеяться проводить на постоянной основе, чаще. Дальше хотел бы поблагодарить за проявленное внимание в проведении таких мероприятий главу республики Рамзана Ахматовича Кадырова, министра спорта Чеченской республики Ахмата Рамзановича Кадырова. Без их внимания, без их акцента на развитие подрастающего поколения, такие мероприятия, такие, как вы видите, площадки, зоны, где можно проводить вот такого рода мероприятия, не были бы. По итогу победителей и призеров ждали заслуженные награды, медали и почетные грамоты. Золото в своей категории от 15 до 18 лет завоевал Юсуф Ахмадов. Его триумф был бесспорным, но, как признается чемпион, главной мотивацией для него стали младшие братья, которые, к слову, тоже заняли призовые места в своих категориях. Для братьев Ахмадовых этот пьедестал стал общим, а для всех участников гонки отличным стимулом продолжать тренировки. Такие турниры доказывают, спорт не только закаляет характер, но и объединяет. Медина Мударова, Шамсудин Джабраилов, Вести, Чеченская Республика. Есть профессии, где главный инструмент не документы и не отчеты, а сердце. Социальные работники знают об этом не понаслышке. Помочь по хозяйству, доставить необходимое и просто выслушать. В этом заключается их миссия. Наш сюжет о том, как они заботятся о тех, кто остался без поддержки близких и почему их трудно называют настоящим призванием. Смотрим. В Чеченской Республике под надежной опекой социальных служб находится 1000 одиноких пожилых людей и маломобильных граждан. Координация этой масштабной работы начинается в Центре социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. 10 отделений надомного обслуживания, в которых работает 156 человек. И одно срочного соцобслуживания. Там задействовано 4 работника. Мы занимаемся помощью пожилым людям, инвалидам в быту. Уборка помещений, приготовление пищи, оплата коммунальных услуг, решение каких-то правовых вопросов. Юридическое бюро у нас есть бесплатное, подготовка документов. Ну и такие услуги, которые сам человек не может себе оказать в силу возраста, ограничений в инвалидности, например. Сам не может ходить, сам не может говорить. Всего на обслуживании находится 1596 получателей услуг разных категорий. Нагрузка на каждого специалиста распределена. За одним соцработником закреплено 10 подопечных, которых они навещают 2 раза в неделю. Сразу после сверки адресов бригады отправляются в путь. В их руках пакеты с продовольствием. Привезти продукты, доставить жизненно важные лекарства точно по часам, помочь по дому для пожилых и одиноких людей. Эти визиты критически необходимы, но, пожалуй, самое главное, что приносят с собой эти специалисты вместе с тяжелыми сумками, это простое человеческое общение и забота. Один из долгожданных адресов. Здесь живет Светлана Висаитова, дочь легендарного героя Советского Союза Мавлади Висаитова. Женщине 89 лет. Вот уже более 5 лет сотрудники социальной службы ежедневно заботятся о ней. Мониторинг района проводится ежегодно. Работники проходятся по всем адресам и ищут людей, которым может потребоваться помощь центра. В среднем за одну смену сотрудник успевает объехать 3-4 адреса. Стать для своих подопечных по-настоящему родными людьми – это и есть главная цель, признаются работники.
تي سمو أدول تكنوا ويزح قديك ديزح حينسوق ستوش كسر سيوق جدين على رأي تليفون تو أتصل حيك ستوش خلجة طغن حيدينا نعمة سدوتي أعداء تسيت إما يوديحو حيدينا نانا إسندول أدم مدوي حدا نانا سندش بوش طغن دوزل أولع بوت شغل за границу больше. Эти люди становятся опорой для тех, кому трудно сделать и даже несколько шагов. Именно благодаря их труду в нашем обществе сохраняются главные ценности. بريد كومبلكس سنتر يو ستربوتك بوتك عبيش особенно уж تا موعد угрюешь по ночи релаксани такой адресани угрюешь нахбоишь ундалчен шер хата елх эзер так обслуживать тен уештулна осылдеши хауши цербол хубу вай мала дна пачха مصريشان كلوش تويزر بقى جالارم كلبيز غيل كلديز ياح يحبوش اسم تدوغا مصوري ونشكها بتران تردا كلوري تروجن كتيل كلوري إذا ريبريسين وقت كلوري إذا وإسوا أحدا لوج بويجي تير بقى نا كلوري إذا كأشت كاتيجوري شو كان مثلا كان أشت لورل ديشي. День социального работника в России ежегодно отмечается 8 июня. Эти скромные сотрудники не ждут наград, ведь лучшая благодарность для них – это счастливые глаза своих подопечных. Медина Мударова, Адлан Хусаинов и Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении. Смотрим. С вами была Лариса Шамаева. До новых встреч в эфире.